Всем привет, друзья! С вами Кундуз. Сегодня я хочу поделиться отзывом, опять-таки, но своего клиента. И она хочет рассказать, что получила через MasterKit в своей жизни, как она достигла то, чего хотела. И давайте слово тебе. Всем привет, меня зовут Мухаббат. Благодаря Кундуз я приобрела MasterKit. Она мне рассказала про MasterKit. Вначале, конечно же, я сомневалась, как и все, и говорила, что давай посмотрим на твои результаты, а потом уже я куплю, да, вот так. И через 3 месяца я увидела ее результаты. Потом я сходила с ней на мастер-класс, узнала вообще, что такое MasterKit, как она работает, что такое подсознание. Я до этого вообще не читала ничего, не верила, а в это я поверила. И цель приобрести MasterKit была, самая первая цель, это выйти замуж и удачно. И через неделю, после как я попала в мастер-классе, сразу через неделю купила MasterKit. На обучение у меня ушло ровно месяц. Благодаря Кундуз, если были недопонимания, вообще как все это, но она всегда была рядом, объяснила все. И благодаря этому я быстро сделала образ моего мужчины. Первый образ моего мужчины, я хотела, чтобы он был спортсменом. Я не учла возраст. Я встретила, конечно, сразу же, через месяц встретила спортсмена. Хоккеиста. Да. Благодаря ему я на лыжах стала, спортом занималась, да. Хотя я ненавидела спорт, я ненавидела все. Он любил очень сильно спорт, у него был нормированный график, все было по графику, питание, все это все меня раздражало. И из-за этого я поменяла образ моего мужчины второй раз. Уже возраст написала, потому что до этого предыдущий спортсмен был младше меня на 5 лет. И теперь я поняла, что возраст нужно менять, и что спортсмен это не мой. И во второй раз я с образом мужчин поменяла возраст, учла. Ну, конечно, спорт, чтобы он увлекался тоже, но уже не профессионально, а чтобы хобби спортом заниматься. Вот это учила. Чтобы он еще умел петь. Чтобы он твое питание не контролировал, да. Чтобы он тебе не дисциплинировал. Творческим человеком, чтобы он был. Да. Я также через некоторое время встретила творческого человека, но обратно тут но. Он отсутствовал, всегда на тоях выступал, и как я летала, и у нас времени не было на встречи, и то у него отключен, то у меня отключен телефон, и у нас никак не получалось встретиться, и с творческим человеком встречаться было очень тяжело, и я поняла, что обратно это не мой человек. Я 3-й раз поменяла еще раз образ моего мужчины. И в этот раз я сделала, чтобы был бизнесменом. И богатым, и чтобы мне дарил дорогие подарки, чтобы уделял мне много внимания, вот это все я учла. И возраст не забыла, чтобы у него был голос любительский, чтобы спортсмен тоже был. Тоже вот это все написала образ моего мужчины, я встретила. Я как-то полетела в Гонконг, я познакомилась с пассажиром, который бизнесмен, который есть свой бизнес в Гонконге. Возраст тоже 34 года ему было. Он не был тоже женатым, он тоже хотел серьезных отношений. И 3 дня у меня было выходных в Гонконге. И мы вместе провели в Гонконге время, мы узнавали друг друга. Когда мы пошли на первое свидание в Гонконге, у нас был он с цветами пришел. Подарки начались. Да, уже начали подарки, я была удивлена. В Гонконге на тот момент было прохладно, а я как-то не планировала гулять и так далее, что это было не запланировано. Я просто взяла футболку, и я не собиралась никуда не выходить.
А тут он меня куда-то туда-то приглашает, и я не была никогда на Макао, хотела побывать на Макао, он меня пригласил на Макао. А, конечно, Макао все там дорого, и виза нужна была, и билеты нужно покупать туда было. Конечно, он все мне обеспечил, он все это купил, он устроил эту поездку, и я не побоялась и полетела с ним. И до этого у меня установка была, что я не могу получать дорогие подарки, так как я должна была взамен что-то дать. Я вот эту установку все убрала, и из-за этого я дорогие подарки я могла с легкостью получать, разрешала себе получать. И мне было очень холодно. В Макао он это все видел, он все чувствовал и говорит: давай купим тебе футболку. Одежду? Да, одежду. Я с радостью, с удовольствием согласилась. Мы пошли, которая мне понравилась, и кофту я примерила, купила, сразу одела, и мы дальше гуляли. И мне было тепло, и он все заплатил за это, и я как-то не почувствовала себя как-то, ой, я должна что-то заменить. Нет, должное, да, я вообще не почувствовала. И с легкостью это все я принимала, и взамен я что-то должна, обязана, и вообще ничего, чувства такого не было. И вот мы познакомились, сообщались 3 дня, потом я улетела, он остался там, мы общались, переписывались, видеозвонки. И на 14 февраля он прилетел, сделал мне сюрприз. Я тоже прилетела с какого-то рейса, он меня встретил с таким красивым букетом. Мы ходили по дорогим ресторанам, Вилла Дель Фьори, Ист, China Gold, по таким ресторанам ходили. И как-то он мне позвонил, говорит: что ты на чем ездишь? Я говорю: не, я на такси пешком. И он мне оставил ключи от машины. Вот, пожалуйста, езжай. Я говорю, типа, подарил машину, да. Вот это вообще действительно, да, очень дорогой был подарок. Я не могла его принять. Я не приняла, потому что я боялась, я еще не так была опытна за рулем, мне был опыт нужен был, и из-за этого я отказалась. Ну, мы общались, но я поняла, что у нас разные взгляды на жизнь, на будущее, религии у нас все разное, восприятие, и что он не мой человек, это я поняла. И на 8 марта, кстати говоря, он тоже был, мы с ним месяц общались, в течение месяца он мне дарил и машину, и квартиру, и хотел познакомить меня с родителями, хотел сразу в ЗАГС пойти, да, свадьбу, все и так далее. Но я поняла, когда я мечтала, чтобы мне дарили квартиру, машину, да, я хотела, да, чтобы мне это все было. И когда мне это все вот так на блюдо все принесли, и я поняла, что это не мое, и что я не хочу этого. И жить с ним я не была готова, и я его так особо не любила. Хоть он был очень богатым, и богатство, думала, для меня самое главное. Оказалось, нет. Я должна была... Ты потихоньку через проработки узнавала себя. Я хотела, чтобы я была любима, чтобы я и любила. Да, и после этого не просто любима и выйти замуж. Хотя все говорили: ой, только вот да, я главное, чтобы ты была, да, чтобы ты, главное, была любима, и все, это самое главное. Нет, нужно и любить тоже. И я поменяла образ моего мужчины еще раз. Через некоторое время я встретила наконец-то своего мужа. Уже здесь образ моего мужчины окончательного я все внесла до мелочей: возраст, рост, карьерного роста, характера, чтобы он умел петь, внешность и внутренность его. Я все уже мелочи, все это написала. Ты уже точно знала, что хочешь, что хочу, да, точно, ясная картина была, я уже все это написала до мелочей, трансформировалась и встретила своего мужа. А до образа моего мужчины у меня были установки, страх выйти замуж. Я убрала эти страхи. Наверное, как и у всех, банально, мне вышли свекровка монстра, муж будет изменять, что еще?
Ну, такие нюансы у меня тоже выходили, я тоже прорабатывала. Образ жены. Образ жены, Какой ты ставишь? его родственники, что вот казахская наша традиция, салим беру, вот наше вот это все будет меня раздражать, что я не готова быть женой. Вот это все установки я убрала. Потом встретила своего мужа, образного мужчины, и через 1,5 месяца он мне сделал предложение. За месяц мы вышли, мы поженились, все было удачно. А у него, я еще писала, чтобы у него была своя квартира, чтобы мы жили отдельно от родителей, чтобы у него было карьерного роста, чтобы он хорошо зарабатывал, чтобы он меня мог обеспечивать, вот это все, и его характер, чтобы он, кругозор его, чтобы он Умел петь. умел петь. Он же поет. Да, он очень хорошо поет. Если хотите, вы можете зайти в мой инстаграм и посмотреть, и послушать его голос. Вот, он сделал все идеально, до сих пор у нас все хорошо. Все удачно. Как ты хочешь. Да, как я хочу. Благодаря мастер-киту я не останавливалась. Цель у меня была, конечно, первая — выйти замуж удачно. Я его сделала, эта цель моя достигнута. Вот, получается, у тебя и вот дальше цели у меня есть. Мгм. Вторая цель у меня была быстро забеременеть. И 4 месяца, как мы с ним женаты. Вчера, кстати говоря, было ровно 4 месяца. И ровно 4 месяца, как я беременна. У тебя все прям по полочкам, да, как у ты меня все хочешь? по полочкам. Да, Как получается, результаты, в всё. совокупности сколько времени прошло от покупки мастер-кит и первый результат, вот, когда ты вышла замуж? Получается, Полгода. 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 Что девушки, которые хотят, да, замуж или найти своего мужчину, встретить его, да, в плане отношений, можете прочитать книгу внизу по ссылке «Как впустить в свою жизнь идеальные отношения», либо приобрести мастер-кит, либо же проверить тренажер демо-версию, да, на себе, как это работает, и получать такие яркие результаты. Новые видео на подходе. Всем спасибо за внимание. До встречи. Пока-пока. Пока-пока.